В детском меню сегодня наступило время десертов. Фруктовое пюре сейчас считается десертным блюдом. Можем ввести фруктовое пюре только после того, как в рацион уже введены каша, мясо и овощи. То есть базисные блюда прикорма, которые восполняют все необходимые потребности. А фрукты являются источником углеводов, микроэлементов, витаминов. И, естественно, они сами по себе вкусные и полезны. Каким фруктам отдать предпочтение после 8 месяцев? Дебютными фруктовыми блюдами для ребенка должны являться яблочное, грушевое пюре, пюре из наших отечественных ягод. И потом можно ввести в рацион персиковое пюре, абрикосовое и так далее. А как же любимое блюдо для перекуса банан? Нет? Дело в том, что бананы, так же как и цитрусовые, желательно вводить в рацион ребенка старше года за счет того, что они требуют больших ферментных затрат и обладают высоким аллергенным потенциалом. А что вы скажете тем родителям, которые любят своих детей чем-нибудь побаловать? Вот авокадо, манго и другие фрукты, названия которых даже сложно вспомнить сразу. Может быть, все лучшее детям? Наша пищеварительная система вырабатывает те ферменты, которые перерабатывают и переваривают те продукты, которые растут в наших широтах. И если бы мы были с вами жителями экваториальной Африки, Гвинеи или же Карибского бассейна, то для нас, наверное, эти фрукты и овощи были бы родными, мы могли бы их хорошо переваривать. Еще один продукт мы забыли с вами рассмотреть – это сок. Когда его вводить? Сок сейчас относится тоже к блюдам десерта, поэтому он должен быть в объеме до 100 мл. И обязательно после того, как мы предложили ребенку сок, мы даем ему водичку, чтобы почистить ротик и зубки от избыточного количества углеводов, и у ребенка не развился кариес. Сейчас, раз мы заговорили о десертах, озвучу вопрос, который дети нам активно писали и задавали вот эти вот 8 месяцев. Шучу. Конечно, но сладости когда можно попробовать первые в своей жизни? Шоколад, леденец. Ребенку первого года жизни не нужно добавлять в рацион соль, натрий, хлор и сахар, глюкозу. Для того, чтобы переваривать сладости, легко усваиваемые углеводы, ребенку необходима высокая ферментативная активность. И это требует определенной нагрузки на поджелудочную железу, кишечник и так далее. Но, безусловно, рекомендуется вводить в рацион ребенка сладости в виде печенья инстантного, водорастворимого от 6-8 месяцев жизни после того, как он познакомился со злаками. Если мы говорим о таких продуктах, как конфеты, леденцы, то пусть с ними ребенок познакомится, когда достигнет 3-летнего возраста.